Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня. В студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Несмотря на предупреждения, сотрудники МВД до сих пор находят на прилавках незаконные пиротехнические изделия. Также с их использованием происходят несчастные случаи. Торжество осетинской культуры. В Государственном киноконцертном зале «Чермен» прошел гала-концерт фестиваля осетинского национального танца среди школ республики. Более 150 участников приняли участие в республиканском чемпионате по плаванию, который прошел в спортивном комплексе «Олимп». Победители и призеры получили заслуженные награды. С приближением праздников в столице республики усиливается контроль за незаконной торговлей пиротехническими изделиями. Однако, несмотря на предупреждения о возможных последствиях для продавцов, запрещенные товары продолжают поступать на рынки и в руки несовершеннолетних. Нередко это приводит к несчастным случаям. Именно поэтому беседы ведутся как с продавцами, так и с несовершеннолетними. Какие меры предпринимают власти и чем грозит нарушение закона, смотрите в нашем сюжете. Каждый день участковые уполномоченные городского управления внутренних дел совместно с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями проводят в столице республики рейдовые мероприятия по выявлению незаконной торговли пиротехническими изделиями. В ходе рейдов сотрудники милиции изъяли пиротехнические изделия в количестве 2000 штук. В отношении владельцев торговых точек составлены материалы об административном правонарушении. Запрещенный товар изъят из незаконного оборота, а собранные материалы были направлены в суд. Roistam pirotechnikum izdělata nertakkaste sa liurtamini jung. Ma dortar dar zilgestam mozalta votsestam, ma kamadarittar voe odam в харцалзесте. Но и такие меры не останавливают у многих предпринимателей. Из-под лавки каждый день продаются всякого рода запрещенные пиротехнические средства. Об этом свидетельствуют взрывы, которые регулярно раздаются во всех уголках столицы. Nertakkan Respublikais zakoni szöveggeszkenei vagy kanen az pirotechnikun izdělata fala umegeszkevattar na dukani hiszauta bolchanen szöma szerjoli zavod kanen skuratemideg fala Fazachsam korzai najbor na zakon na Respublikais zakoni szöveggeszke najbor masa vajkanui. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные УВД совместно с отделом по делам несовершеннолетних проводят в школах профилактические беседы с учащимися в целях недопущения использования пиротехнических изделий несовершеннолетними. Инспекторы рассказывают детям об опасностях, к которым могут привести петарды, фейерверки, вертушки, и приводят примеры случаев травматизма, произошедших из-за неправильного обращения с пиротехникой. Беседы с детьми ведут и сами учителя, преподаватели ОБЖ следят за детьми. Многие ухитряются приносить петарды в школу и взрывать их во время перемены. В таких случаях учителя вызывают родителей. У нас проблемы с этим, ходимся, носимся, но невозможно. У нас 800 с чем-то человек. Каждому в карман не залезешь, каждого не проверишь. Есть маленькие хлопушки, да, они как бы, вот у нас 3 было уже сегодня. И вот бегаем мы по классам, в карманах ищем, вот как-то не делаем. И не находим, как это удивительно. Чидар фатарщини, на фатарщине. Они же не думают о последствиях. Это дети. Поэтому они о каких серьезных последствиях не думают. И как-то нам сообща надо махам вачаган, милиция, хирдегей. Законодательно тоже надо запретить, надо оштрафовать. Сами дети понимают опасность пиротехнических средств и к каким последствиям это может привести. كايناي جنان جبكانن أما ساش كل ما خسن. مقاسه جبكانن تانيشي خس أما يو در زونم راست كينا جبكانن تخسن شكولا ما أما نكراجن در آمونم افتراست كينا أما سوالات نداری زخم متخصص. ایدر فيديو تدار فيلم كودس جبكاننج أما تستيس شترشة و هودت تدار. أما نفندش أما نگورات افتمالوشة أما سوالات سخیش راست کنوش.
Использование пиротехники – небезопасная забава и может привести к травмам. В этом году в Цхинвале 10-летний ребенок получил ожог лица от взрыва петарды. И, к сожалению, это не единичный случай. Милиционеры призывают не покупать пиротехнические изделия и не запускать их самостоятельно. МВД напоминает, что в республике действует закон о предпринимательской деятельности, который запрещает индивидуальным предпринимателям и предприятиям негосударственной формы собственности изготовление и реализацию всех видов пиротехнических изделий. Если пиротехника нанесет вред здоровью покупателя, то уголовную ответственность понесет продавец того магазина, где она была приобретена. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Аида Кочиева, Владислав Пащенко. Информационный выпуск сегодня. В столице республики прошел яркий праздник танца и культуры. Лучшие хореографические коллективы школ республики собрались на сцене Государственного киноконцертного зала «Чермен», чтобы продемонстрировать мастерство исполнения осетинских национальных танцев. Организатором торжества выступает Министерство образования Южной Осетии, а проводится фестиваль с целью популяризации и сохранения традиций осетинского национального танца. Подробности у Эльвиры Тибиловой. В Государственном киноконцертном зале «Чермен» состоялся гала-концерт Республиканского фестиваля осетинского национального танца среди хореографических коллективов школ республики. Свое мастерство в исполнении национальных танцев продемонстрировали более 10 коллективов. Организатор фестиваля – Министерство образования и науки республики. Программу концерта открыл хореографический ансамбль «Скиф» Государственного лицея искусств имени Аксо Колиева. Юные артисты исполнили горский танец. В состав жюри фестиваля вошли народная артистка Южной Осетии, заслуженная артистка Карачаева-Черкесии Олеся Хугаева, заслуженный артист Южной Осетии Тимур Схаврепов, консультант отдела национального образования и языковой политики Министерства образования и науки Белла Гаглуева. Министр образования и науки Аслан Лулаев выразил благодарность всем участникам фестиваля и отметил значимость проведения мероприятия. آخر دخسن فجاج در کافت امازار ده آخر نفسی و کزه کنه بزوم کننش ایرستونم خوصا ایرستونم فجاج ده من قدم اگس که کزه کنه نمگو اما آل نرگوی مقدر آل سلگوی مقدر فجاج در یخی دارن زونم اومه ولدایتا خونگه کافتر کنم آخر مازالتا دکتر در کنجستم که ایزه خنقه اما تنگ فندی اما فلدر коллектив در جخایات رایسوی. Дипломом лауреата фестиваля третьей степени была удостоена школа номер 12. Второе место фестиваля получил хореографический коллектив школы номер 1. Победителем фестиваля стал хореографический коллектив школы номер 9. Награждается хореографический коллектив средней общеобразовательной школы номер 9. Руководители Абаев Камилас Павлович, Сюгаева Мария Джумберовна. Также были вручены и индивидуальные награды. За высокое исполнительское мастерство специальными дипломами жюри были награждены Милана Тутоева и Давид Казиев, солисты хореографического коллектива школы номер 1. Организаторы фестиваля поощрили дипломами ведущих гала-концерта, финалистов проекта «Дзерт» Валерию Наниеву и Анастасию Биченову. Впервые хореографический фестиваль среди школьников прошел в республике в 2014 году. Цель мероприятия – популяризация и сохранение традиций осетинского национального танца. Эльвира Тибилова, Рауль Кочев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В Цхинвале стартовал чемпионат республики по плаванию, собравший свыше 150 участников. За 2 дня соревнований спортсмены продемонстрировали свои силы и мастерство, радуя болельщиков яркими заплывами. Как прошли состязания и кто стал победителем, расскажет Анжела Кокоева. В спортивном комплексе «Олимп» стартовал чемпионат республики по плаванию. В соревнованиях участвовало свыше 150 спортсменов. Чемпионат стал итогом проделанной в течение года работы.
Организаторами соревнований являются Комитет по молодежной политике и спорту, Федерация плавания Республики Южная Осетия. У нас на соревнованиях участвуют пловцы, занимающиеся плаванием во Дворце спорта «Олимп», в плавательном бассейне «Дельфин» и спортсмены, которые представляют Кабардино-Балкарскую республику. Тренеры вложили огромные усилия в их подготовку, и воспитанники продемонстрировали достойные результаты. Преданные болельщики, в их числе и родители, следили за заплывами своих детей. Атмосфера вокруг была волнующей, однако все спортсмены были собраны и показали свое мастерство. Основная цель чемпионата заключается в привлечении детей и молодежи к занятиям спортом и популяризации плавания в Республике Южная Осетия, отметил президент Федерации плавания Ацамас Плиев. По итогам соревнований победители и призеры были отмечены медалями, кубками и дипломами. Анжела Кукоева, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Мы прощаемся с вами и предлагаем вашему вниманию финал телевизионного конкурса чтецов «Дзерт». Итоги телепроекта будут подведены прямо сейчас на сцене Государственного драматического театра. В прямом эфире пройдет и награждение лучших участников. Оставайтесь с нами. Всего доброго.